Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, как известно, редко бывает доволен работой своих подчиненных. Он критикует чиновников, понижает их в должности, а бывает, как в случае с бывшими министрами торговли и внутренних дел, отдает их под суд. Вот и 5 марта на правительственном заседании по итогам работы за 2 текущих месяца президент высказал недовольство показателями нефтегазового комплекса, ведущей отрасли экономики страны. Вице-премьеру Шахиму Абдурахманову президент поручил совершенствовать работу госконцернов Туркменгаз и Туркменнефть, а также Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов. Давая такой наказ, Бердымухамедов заявил: в случае необходимости найдите новых руководителей, молодых и способных, которые будут энергично трудиться, направят все усилия на пользу дела и на благо страны. Вот только в руководителях ли дело? Наш источник в нефтегазовой отрасли страны ответственно заявляет: самое денежное на сегодня государственное предприятие, Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов, давно превратился в собственный кошелек Бердымухамедова. По одному лишь указу президента это государственное предприятие обязано оплатить любую прихоть президента Туркменистана. Не верите? Вот вам доказательства. В качестве примера источник прислал нам несколько бердымухамедовских указов последних лет. Вот документ от 27 июня 2017 года, в котором президент дает разрешение предприятию Туркменнефтегазстрой заключить контракт с фирмой Полимекс на капитальный ремонт дворцов Хазар-1 и Дениз в национальной туристической зоне Аваза. Названия всех отелей на Авазе известны, это именно отели. Есть еще и яхт-клубы. Но дворцов там всего 2, и это президентские дачи, расположенные чуть подальше от ряда гостиниц курорта на берегу Каспийского моря. Так вот, стоимость контракта по ремонту обеих государственных резиденций не маленькая – 5 миллионов 620,5 тысяч долларов. Счет оплатить, включая все сборы, предписали Туркменбашинскому комплексу нефтеперерабатывающих заводов. Этот указ в СМИ не публиковали. Вот указ от 2012 года на оплату счета за покупку у китайской компании оборудования для амфитеатра. Без малого 9 миллионов долларов. Счет оплачивает ТКНПЗ. Вот указ от 2013 года об оплате счета за установку сцены на Авазе в русле искусственной реки и покупку фейерверков у другой китайской фирмы Forever Wise Limited. Сумма контракта составила более 14,5 миллионов долларов. Делалось это для проведения недели культуры Аваза 2013. По далеко не случайному совпадению этот праздник совпал с днем рождения самого Бердымухамедова. В 2013 году президенту исполнилось 56 лет. И хотя это был не юбилей, впервые в Туркменистан прибыла американская знаменитость Дженнифер Лопес, и выступила она перед президентом как раз на этой сцене. А чтобы певица осталась в восторге от красот Авазы, в том же 2013-м президент обязал Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов украсить светодиодными панелями трассу, ведущую из аэропорта Туркменбаши в туристическую зону Аваза. Сумма чека без малого 7 миллионов долларов. Кстати, международные правозащитники раскритиковали Дженнифер Лопес за приезд в Туркменистан и исполнение президенту «Happy Birthday, Mr. President». За это ей пришлось впоследствии извиниться. Вот еще один счет, датированный 2014 годом. Тогда на сумму в 2,8 миллионов долларов у уже упомянутой ранее фирмы Forever Wise Limited была куплена очередная партия пиротехники. В 2015 году снова у той же фирмы куплены фейерверки на без малого 3,5 миллиона долларов. Повторюсь, ничего из перечисленного не имеет отношения к ТКНПЗ. Деньги просто пускались в небо, деньги госпредприятия, наши с вами деньги. Захотел Бердымухамедов салют с Дженнифер Лопес? Пожалуйста, оплатим мы с вами. Более 36 миллионов долларов, это без учета стоимости ремонта 2 бердымухамедовских дач, могли бы пойти в бюджет Туркменистана, могли бы пойти в бюджет Туркменбаши, наконец, на ремонт дорог, на обеспечение населения нормальной питьевой водой. Потому что люди, жители города Туркменбаши еще с советских времен не имеют доступа к нормальной воде. Посмотрите на эти фотографии. Рядом с помпезной туристической Авазой улицы, дома и дороги бывшего Красноводска напоминают трущобы, где коммунальная инфраструктура годами не видела ремонта, а местные жители каждый день испытывают острую нехватку питьевой воды. Ни чиновники, ни президент, ни тем более Дженнифер Лопес здесь не появляются, а значит, не нужны ни дороги, ни канализация, ни водопровод.
Система водоснабжения по Красноводске выглядит так. От каждого внешнего резервуара на улице вода с помощью электрических насосов поступает в квартиры по пластиковым трубам. Это своего рода разводящая сеть допотопной системы водоснабжения. Трубы разного диаметра, электрокабели, провода в хаотичном порядке проложены буквально на каждом шагу. Они пересекаются, расходятся, тянутся во все квартиры. Вода в кранах ржавая, грязная, а в резервуарах она и вовсе гниет. Прежде чем использовать такую воду, люди дают осесть всей грязи и затем уже употребляют ее, потому что другой нет. Ситуацию при желании можно было бы исправить за год, построить нормальные системы, чтобы люди в эпоху могущества и счастья могли дома у себя из крана пить чистую воду. Но Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов для Бердымухамедова стал дойной коровой. Миллионы наших с вами долларов тратятся на фейерверки и оплату Дженнифер Лопес. По факту эти суммы это лишь капля в море. На самом же деле Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов и другие госпредприятия, например, Туркменнефть или Туркменгаз, оплачивают суммы на сотни миллионов долларов. И ни один министр, ни один чиновник, ни один вице-премьер не скажет, а с какой стати мы должны оплачивать ремонт президентских дач или покупку фейерверков. Но впоследствии потом выяснится, что, оказывается, эти госпредприятия не приносят достаточно прибыли. Что касается молодых и энергичных руководителей, о которых президент упомянул на заседании 5 марта, то в нефтегазовой отрасли таковые были, например, Мурат Арчаев. В свои 30 лет он стал главой Туркменгаза и руководил крупнейшим госконцерном 2,5 года с декабря 2017 по июль 2020. После отставки президент отправил его в Овадан-Депе. Нет, слава богу, не в тюрьму, а в одноименное местечко. Как говорят, он поставлен там руководить заводом по производству бензина из природного газа. Впрочем, завод этот, похоже, практически ничего не выпускает. Но, наверное, не в руководителях дело. Все гораздо проще и одновременно сложнее. Поумерить аппетиты следует самому главному руководителю. Перестать распоряжаться богатствами Туркменистана на оплату своих прихотей. Перестать использовать госпредприятия как свой собственный кошелек. Хочется отдельное спасибо сказать нашим источникам, работающим в различных государственных ведомствах и присылающих нам вот такие документы и доказательства того, что президент Туркменистана озабочен явно не благосостоянием своего народа. Мы призываем и других наших читателей, имеющих доступ к закрытой информации, присылать нам подобные вещи, ведь в конце концов обворовывают и вас, и ваших детей. Присылать файлы, да и вообще просто общаться, безопаснее всего в приложении Telegram. Давайте вместе говорить о беспределе и произволе чиновников, давайте вместе вскрывать коррупцию в Туркменистане. Как видите, мы не называем имен своих источников и гарантируем полную анонимность.